Изенер, здравствуйте! Как и большинство настоящих поэтов, он ушел из жизни трагически, оставив неразгаданными обстоятельства своего ухода. С того дня прошло ровно 20 лет, но до сих пор его имя окутано тайнами, и оно не поблекло, не выцвело на общем фоне хакасской литературы. Возможно, этого поэта еще предстоит открыть всей России. Валерий Майнашев. Человек с драматичной судьбой, автор пронзительных и чистых стихов. Сегодня в память о нем программа Изенер. В бубны звонко колотят морозы. Горизонт раскалился железом, и дымов голубые березы проступают в тумане белесом. И царят в это снежное утро по улусам покой и отрада. Хорошо мне в такие минуты, никого, ничего мне не надо. Эти стихи Валерий Майнашев написал, наверное, в минуты душевной безмятежности. Но именно такое утро 20 лет назад стало последним в жизни поэта. Он умер 18 декабря 1992 года в Абакане, в собственной квартире. Согласно официальной версии, во время пожара задохнулся угарным газом. Ему было всего 44 года. Да только все, кто знал и любил Валерия Майнашева, не верят в трагическую случайность. Ведь поэты не умирают, они уходят в иные звездные миры, навсегда оставив в стихах осколки своего сердца. У Валерия Майнашева есть стихотворение, которое я вспоминаю, как только наступает зима. Вот сейчас в Абакане, слава богу, зима наступила. Это город в сиянии инея, словно в серебряном сне. Тонкие белые лилии водит мороз на стекле. Ты мне приснилась за окнами, смотришь на эти цветы. Только такая далекая, в шали из инея ты. Когда я прочитал эти стихи, я был просто потрясен, потому что их любой специалист отнесет к шедеврам мировой любовной лирики. Доктор филологических наук Валерий Прищепа – автор монографии о жизни и творчестве Валерия Майнашева. И не только потому, что последний интересен литературоведу как поэт. Они немало общались и даже дружили. Прежде чем с ним лично познакомиться, я познакомился с теми легендами, которые ходили вокруг его имени. Но одна из легенд рассказывала о том, что Валерий Майнашев, будучи студентом литературного института, полез на памятник Пушкина в Москве в день рождения Пушкина. И для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение и поцеловать гения русской литературы. И потом его якобы московская милиция бронзбойтами сбивала с этого памятника. Поговаривали также, что Майнашев – это простой чибан, который кочует по Хакасии вслед за отарой овец и создает искренние, светлые стихи о своей родине. В общем-то, почти так и было. А ведь легенды сочиняют лишь о необычных, ни на кого не похожих людях. Его родина – таежная хакасская деревня Аххол Усть-Абаканского района. «Я появился на свет, когда поспела брусника», – говорил Валерий Майнашев, повторяя слова своей матери Анисии Константиновны. А вот точной даты его рождения нет. Видимо, местная повитуха приняла будущего поэта дома. Позже записали в паспорте. Родился 25 августа 1948 года. Настоящим отцом Валеры был высокий голубоглазый, наполовину русский Андрей Казачинов. Однако фамилию и отчество мальчик получил от отчима Гаврилы Майнашева. До 9 класса Валера учился в деревне. Выпускной 10-й оканчивал уже в Абакане. Первые стихи пробовал сочинять, будучи еще школьником. Причем писал на хакасском. Разлилась за синим лесом речка алая зари. Напевают под навесом куры, будто глухари. Призадумалась корова, лижет влажные бока. Над избушкой сосновой хриплый голос петушка. Просыпается деревня, вдаль уходит тишина. Чем-то радостным и древним веет в душу мне весна. Его стихи – это
если говорить кратко, это своего рода золотые самородки. Вот как самородок в природе встречается золотой, который в себе таит вот эту, ну, дикую, не отшлифованную, не перелитую какую-то форму, в какие-то формы, ну, композицию, если можно так сказать. Вот. То есть эти стихи, они неповторимы. У него как бы вот эта вот нотка, что ли, интимности, так и какого-то, ну, какой-то бесхитростности, что ли, вот в таком плане. Вот человек именно чувствует, но чувствует он как-то особенно светло. Первые сборники его стихов выйдут на родном языке, но прежде будет учеба на филфаке Абаканского пединститута, откуда в 1971 году с 5-го курса Майнашев уйдет. Как утверждали его однокашники, причиной стало бурное чувство к девушке-землячке. 3 года он будет работать учителем в сельской школе, затем корреспондентом в областной газете «Ленин пчелы» и на телевидении. Все это время Валерий пишет стихи. Их публикуют различные газеты и журналы. А после семинара молодых литераторов в Сибири и в Иркутске Майнашев получит рекомендацию именитых писателей для поступления в литературный институт имени Горького в Москве. В этот же период завязывается нежная дружба серьезного уже поэта и молоденькой Вики Карамашевой. Конечно же, поступил, и, по-моему, он тоже не доучился, потому что нечему учиться. Потому что надо, говорит он, писать, а учиться ездить. Я и здесь могу, самоучкой. Но он был тоже самоучка, потому что много читал и самообразованием занимался успешно очень, потому что очень много знал. Поэзия и вообще поэт – это не научишь писать, это от Бога. Вот, и поэтому у Валерия Майнашева тоже это все было от Бога, как у многих знаменитых писателей. О нем отзывались и Моисей Романович Баинов, да, в превосходной степени, и Михаил Еремеевич Кельчичаков. Вот, и, ну, он такой был, как бы парень и парень, но в нем это чувствовалось, что он, что называется, о себе цену знает именно как творческая личность, как поэт. Когда он читал стихи об овечках, мне казалось, он вкладывал, ну, такую энергетику в эти стихи, как голубые свечки в заснеженном лагу бегут, бегут овечки и гаснут на снегу. То есть овечки сравнивались с атрибутикой православной церкви, со свечками. Для Валерия Майнашева овечки, которые для нас нечто другое означают, да, означали, ну, какую-то святую сущность, неотъемлемую примету его родины, его Хакасии. Майнашев бросает литературный институт, и тоже на 5-м курсе. Из Москвы он возвращается в Хакасию, где несколько лет трудится простым чебаном в совхозе. В это же время к поэту приходит известность. Майнашев выпускает первую книгу своих стихов «Богородская трава». Он публикуется в сибирских и московских журналах. Его произведения в 1982 году даже включают в школьную хрестоматию, а свои стихи ему посвящают признанные столичные поэты. И вот в 1985 Валерия Майнашева принимают в Союз писателей СССР. До его гибели остается всего 7 лет. При жизни Валерий Майнашев выпустил только 2 книжки. 3-й сборник увидел свет после смерти поэта. Кстати, к своим стихам он относился серьезнее, чем к самому себе, и даже ставил оценки за вновь сочиненное. Уникальные рукописи, подаренные лично Майнашевым вместе с письмами друга, как реликвию хранит в своем архиве Валерий Прищепа. Мне кажется, главная его задача была, он ее видел, в том, чтобы писать стихи. Поэтому он был материально нищий человек, но человек, который всецело свою жизнь посвятил именно вот поэзии. Он жил на случайные заработки. То есть опубликовал
какое-то там 2-3 стихотворения в газете «Хакасия» или в Ленинчулу. Вот это гонорар его. Степь, ковыли, да, вот такие вот непосредственные, жарки. Вот это в нем все это было, да, и все это попадало в его стихи. И они вот именно стихи как бы о родине. Там не было пафоса. Там не было пафоса совершенно. Вот, и вот одно у него стихотворение, я пыталась его перевести с подачи Германа Тамбаева. Он там говорил, что он поет, потому что он полюбил эту землю. Вот. И он не может не петь, как вот тот жаворонок, который не может не петь. Я пою его стихи. У меня была программа «Серебряные сны». Это стихотворение его «Серебряные сны». Там звучали песни на его стихи и его стихи. Певица Зинаида Аршанова стала последней любовью поэта. Они поженились за 4 года до его трагического ухода. Зина родила ему единственную дочь Алину, которую Майнашев бесконечно обожал. Те 4 года стали самыми счастливыми для Зинаиды Аршановой Майнашевой, хотя с Валерием она познакомилась прежде как с поэтом. Мне принесли перевести его стихи на русский язык, то есть перевести как просто смысл, о чем там говорится. И я начала переводить его стихи, и вдруг с удивлением увидела, что у меня получается очень хороший такой перевод «Белые стихи». Очень красиво, я так обрадовалась, думаю, либо я такая одаренная, либо поэт настоящий. Вот. И фотография там его увидела в этом сборнике. И стихи читала и перечитывала вновь и вновь. И я поняла, что этот человек... Там очень много об одиночестве говорилось. Оказалось очень близко мне по душе. И тогда я подумала, что этот человек, собственно говоря, он ищет меня. Какое-то время Аршанова наблюдала за его жизнью со стороны, а в жизни поэта происходило немало драматичного. Так у Майнашева при родах умерла предыдущая жена Валентина, погиб и ребенок, но помочь Валерию Зинаида не могла. Они ведь были незнакомы. Их судьбоносная встреча все-таки состоялась. Мы поехали на съемки в Кызыл. Наша хакасская интеллигенция, поэты, писатели, артисты. И там были съемки телевизионные. Вот, и взяли меня. И потом там уже в Кызыле какая-то получилась такая вот ситуация странная очень. Там они как-то забегали вокруг меня, вокруг него. Там был Михаил Еремеевич Кильчичаков, Владимир Герасимович, там был Клара Ефимовна. И, ну вот все, кто нас хорошо знал, и оказывается, они решили нас как-то свести, и у них это получилось очень просто и удачно как-то. И когда мы уже вернулись, и, собственно говоря, мы после этого уже с ним не расставались. Потом случались и другие творческие поездки, уже по Хакасии, и всегда Майнашевы ездили вместе. Видимо, им нельзя было разлучаться. С нами поехал Валера. Валеру я запомнила. И его жена молодая, да, ну, в том смысле, что они буквально недавно поженились. И Зина Аршанова, Зинаида Аршанова. Вот, и Валера у меня как-то всегда, вот его образ связан был с Зиной. И я слушала, как она поет, и, ну, они по вечерам ходили, дружили. И вот он постарше, так, и она такая, волосы золотые, ну, собственно говоря, как сейчас, да, и глаза зеленые, внимание привлекала, и мне кажется, он ей гордился очень, своей женой. Они с Зиной читали одни и те же книги, точнее, одну и ту же, одновременно переворачивая страницы. Валера обожал стихи Пушкина и своих многочисленных друзей, по ночам звонил им в разные города России. Говорили о творчестве, а осенью 1990-го Майнашев возглавил Хакасскую писательскую организацию, сменив на этом посту умершего Михаила Еремеевича Кильчичакова. Жизнь как-то налаживалась, в семье появился достаток, но грянула перестройка, и все вдруг стало рушиться. Я видела
поскольку мы с ним вот вместе друг против друга сидели, да, на работе в Союзе писателей там, как на него, какое впечатление на него произвело вообще развал Союза. То есть вот это вот, не то, что оно постоянно, ну, как-то внешне выражалось, а вот это внутренняя какая-то вот горечь, да, оно присутствовало. Внутренняя горечь и предчувствие надвигающейся беды. В последние годы они стали особенно заметны у Майнашева. Как многие поэты, он знал свое предназначение божественное. И он знал, чем это все закончится, он все это знал. И когда мы с ним поженились, он мне сразу сказал все это, что кто он такой и как это может быть закончится плохо для него. Ну и для нас, естественно. Все, что он предсказал, так оно все и получилось, к сожалению. Майнашевым нельзя было разлучаться, и однажды разлука стала для обоих роковой. В декабре 1992 в составе культурной делегации от Хакасии Зинаида поехала в Алмату. Валерий остался в Абакане. Он чувствовал, им не суждено больше увидеться. Я умоляла всех, чтобы либо меня не отпускали, то есть либо чтобы я не ехала, либо он с нами ехал. Одно из двух. Не все помнят, многие помнят, что тогда у меня была истерика, дескать, или давайте либо я останусь, либо он едет с нами. Не получилось. Я поехала одна, его не отпустили. Все. Последняя наша встреча состоялась как раз в Союзе писателей, где мы сейчас и находимся. Буквально за день до его смерти преждевременной, трагической и таинственной, я зашел в Союз писателей. Майнашев вместе с одним сотрудником Союза писателей, они сидели радостные вот, за праздничным столом. Они радовались тому, что Валерию удалось выбить деньги у правительства. Валерий предложил компанию поддержать, но не знаю почему. У меня, по-моему, какие-то дела были дома срочные. Я просто засвидетельствовал вот свое почтение и извинился и пошел дальше. О том, что Майнашев погиб, стало известно на следующее утро, 19 декабря. Супруга Валерия узнала об этом в той злополучной поездке в Казахстан. Была в делегации и поэтесса Наталья Ахпашева. Мне приносят телеграмму, что доводим до вашего сведения, что Валерий Майнашев, значит, вот вчера ночью погиб. И я беру эту телеграмму, я понимаю, что и выхожу, и Зина поет в зале, в своем вот этом светлом платье, и поет вот эту Валерину песню. И я стою, и вот просто я не знаю, вот, ну, такого сильного эмоционального какого-то такого потрясения я больше не испытывала. Что я держу эту телеграмму, она поет. Это не была бытовая трагедия. И это все действительно все покрыто мраком и тайной. Во-первых, он никогда не курил дома вообще. Тем более в постели. Никогда. Даже в любом состоянии. Он всегда курил на балконе. И тогда Алине было всего 2 годика. И она, когда он шел на балкон, одетый уже в куртке, покурить, она каждый раз бежала за ним и приговаривала: «Папулечка, не кури, а то помлез». Мы тогда смеялись, а девочка оказалась провидицей. И получилось так, как будто он курил и задохнулся. Как будто. Вы знаете, все равно не умер. Вот всегда разговариваешь или про себя думаешь: ох, надо вот это вот спросить, потому что он это точно знал. А потом про себя думаешь: да как спросить-то? Вот ощущение всегда, что он рядом, что он живой, не умер. Вот до сих пор. Сила его поэзии заключается в той искренности, которая всегда привлекала русского читателя, в той откровенности, с которой он высказывал свои чувства, свои мысли. Сейчас нам очень сильно Майнашева не хватает, потому что из стихов уходит, современных поэтов уходит душа.
Огонь преследовал поэта на протяжении последних лет жизни. Незадолго до трагедии в деревне сгорел родной дом Майнашева. Во время пожара чуть не погибла мать Валерия. Женщину спасла кошка, которая прыгнула на спящую и расцарапала ей лицо. А вот рукописи в пожаре сгорели. В следующий раз огонь догнал уже самого поэта. Но ведь настоящие поэты не умирают, они просто уходят в иные звездные миры, навсегда оставив в стихах осколки своего сердца. Я поднимусь из-под кургана, на крыльях вечности парить. Эти строки Валерия Майнашева о себе самом стали пророческими. На этом я, Галина Овчаренко, прощаюсь с вами. Но через 2 недели вновь скажу из НР. Здравствуйте.